Akşam hayır olsun saygılı dostlar. Akşam hayır olsun Gagavuz dilini seven dostlarım, öğrenmeyi isteyen dostlarım. Bugün sizinle 11. üretimiz var. Burada sizinle biz katlı işlikleri geçeceğiz. Друзья, сегодня мы с вами продолжаем тему глаголов и пройдем с вами сегодня сложные глаголы типа, если сказать по-русски, например, хочу видеть, хочу смотреть, хочу услышать, хочу купить, да? Давайте посмотрим. Истерим, истерим, истемерис. Вот то, что мы сегодня будем с вами проходить. İstersin mi? İstemirler mi? Вспомнили, да, друзья? Положительное, отрицательное. Положительное с вопросом и отрицательное с вопросом, да? Вот она истемерим, вот это говорит о том, что отрицательно, да? Отрицательно. İstemirler mi? Друзья, значит, давайте посмотрим, прочтем примеры, тему которой мы пройдем ниже. Ben bir bilet almayı isterim. Я хочу купить один билет. Вот. Almayı isterim. Хочу купить. Biz stadiona gitme istemiyoruz. Мы не хотим. Вот он. Истемерис. Вот это ме, друзья, отрицательное. Истемерис. Мы не хотим идти на стадион. Гитме. Идти. Помним, да, друзья? Начальная форма глагола. Гитме. Помним. Значит, в русском языке читать, писать, смотреть, утюжить и так далее. Отъять, утьють, да, помним, в русском языке начальная форма, аффикс начальной формы глагола, значит, в гагаузском языке это будет ма или же мэ. Вот она, повторяется, два или же два ма, мэ. Значит, тут повелительная форма глагола гит, иди, гитме, идти, помним, да? Gitme istemiyoruz. Не хотим идти. Kasabayı görmeye istersiniz mi? Вы хотите видеть город? Откуда мы поняли, что тут вы, друзья? Вы. А вот отсюда. Помним, да? Давайте просклоняем. Ben isterim. Вот он, да? Sen istersin. Biz isteriz. Ben isterim. Sen istersin. O ister. Biz isteriz. Siz istersiniz. Да? Onlar ister или onlar isterler. Вот, друзья, вот это синис говорит о том, что это множественное число, второе лицо. Siz istersiniz. Да? Дальше. Adamlar laf etmeye istemer mi? Мужчины, мужчина, адамнар, мужчины, множественное число. Laf etmeye, говорить не хотят. Мужчины говорить не хотят. Адамнар laf etmeye istemer mi? И посмотрим, друзья, на картиночке. İnsanlar burada ne yaparlar? Что делают, множественное число ларда, что делают люди тут? Что делают люди тут? Söyleyelim, скажем. И тут, значит, у нас в начальной форме три глагола. Сиретме, сеслеме, бакма. Друзья, сиретме – это когда смотреть, например, концерт, театр, балет. Бакма больше идет как смотреть, картины смотреть, например, да. Сеслеме – слушать.
Футбол– это площадка, да, вот футбольное поле. Футбол severler. Futbol sevenler можно сказать, или severler, или sevenler, futbol sevenler. Futbola bakıyorlar. Gençler muzikayı seslerler. Biz tiyatroda balet seyrediyoruz. İli biz organ zalında organ muzikasını sesleyeriz. Uşaklar sergiye bakıyor. Uşaklar resimlere bakıyor. Uşaklar gelmişler sergiye. Resimlere bakıyorlar. Идемте дальше, друзья. Lafları birleştirin, cümle kurun. Вот тут, значит, у нас слова. Тут у нас наречие. А тут у нас, значит, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Местоимения, да? Личные местоимения. Давайте, друзья, значит, соединим эти части. Построим вот такие предложения. Ben sık-sık kinoya giderim. Я часто sık-sık иду в кино. Прежде чем, значит, составить предложение, давайте я вам скажу значение наречий. А тут все понятно. Только вот здесь напишите Сергий, выставка. Oyun зала, игральный зал. А остальное все понятно. Сергий, выставка. Oyun залы, игральный зал. Sık-sık, часто. Kimer kere, иногда. Her gün, каждый день. Her akşam, каждый вечер. Сирек, редко. Her ay, каждый месяц. Her hafta, каждую неделю. Ara sıra, иногда, редко. Her yıl, каждый год. Соединяем, друзья, вот эти части и повторяем вот этот глагол. Можно повторить. Да? Ну, конечно, он будет меняться, да? Потому что у нас меняется местоимение, да? Давайте посмотрим. Ben sık-sık kinoya giderim. Дальше. Sen kimer kere futbola gidersin. Значит, друзья, вот эта часть идет. Вспомним. Nereye киноя. Если слово заканчивается на гласное, то у нас появляется соединяющее «е». Помним, да, друзья? И киноя. Nereye киноя. Тут то же самое. Sen kimer kere. İnagda. Sen kimer kere. Nereye demiştik? Sen kimer kere futbola gidersin. Sen gidersin. O her gün kafeye gider. O her gün kafeye gider. Кафе заканчивается на гласный звук, поэтому, значит, у нас соединяющее «е» и кафея. Kafeye. Nereye? Kafeye. Kafeye gider. O gider. Biz her akşam kinoya или кино уже было. Biz her akşam oyun zalına gideriz. Siz Sirek operaya gidersiniz. Onlar her yıl балете gider. Друзья, балет заканчивается на согласный звук. Поэтому балете. Только буква «э» присоединяется.
йод не присоединяется. Балете gider. Давайте просклоняем giderim. Ben giderim, sen gidersin, o gider, biz gideriz, siz gidersiniz, onlar gider или onlar giderler. Друзья, мы выше прочли с вами нашу новую тему, да, примеры. Давайте сейчас посмотрим, разберемся. Dil bilgisi, грамматика. Значит, помним, что начальная форма глагола в гагаузском языке, определяется при помощи аффикса ма или же мэ. Да, значит, вот такая моделька. То есть глагол, начальная форма мэ плюс истеме. Вот, истеме, хотеть, да? Исте повелительная форма глагола. Желай, хоти. И истеме, хотеть. Значит, друзья, ишлик глагол плюс аффикс ма. Вот такая форма получается у нас. Вот сюда, смотрите, топла, ма. Допустим, возьмем такой ишлик, такой глагол топла, собирай. Повелительная форма глагола плюс аффикс ма получается собирать. Собирать. И хочу. Собирать хочу. Истерим. Топлама истерим. Исте. Вот такая повелительная форма. Желай. Хоти. И исте. Вот должна быть да? Но когда эта повелительная форма превращается в глагол настоящего времени, то превращается в и плюс еще аффикс р, аффикс настоящего времени, и плюс аффикс им, личный аффикс первого лица. Ben истерим, да? Топлама истерим. Топлама истерим. Хочу собирать. Даже если нет рядышком местоимения, то в глаголе, в аффиксе глагола становится ясно, что речь идет о первом лице единственного числа. Да? Топлама истерим. Örnek. Пример. Ben alma toplama isterim. Я хочу собирать яблоки. Я хочу собирать яблоки. И тут Оли su içmeye ister. Оли хочет пить воды. Оли su içmeye ister. Оли хочет пить воды. Оли это девочка, да? Получается она. Она или он не имеет значения. Это третье лицо единственного числа. О, да? О. О su içmeye ister. Поэтому у нас аффикс такой. Эр. Давайте сейчас тут, друзья, немного самостоятельно поработаем. Попытаемся понять. Ben yorgunum. Biraz dinlen. Значит, друзья, yukarıdaki örneğe göre cümleyi doldur. Значит, по вот такому примеру, вот тут же два примера мы дали, да? По такому примеру заполните предложение. Вот, значит, у нас будет, вот это у нас повелительная форма глагола. Значит, мы будем добавлять аффикс ма или мэ и истер, хочет, да? Но будем смотреть на личное местоимение, друзья, да? Ben yorgunum, я устал, уставший, я уставший. Ben yorgunum, biraz dinlenme isterim, да, друзья? Ben yorgunum, biraz dinlenme isterim. Я уставший, хочу, вот он тут будет хочу, да, isterim. Немного отдохнуть. Dinlenme, отдохнуть. Dinlenme начальная форма глагола. И тут будет хочу. Isterim dinlenme.
Помните, я вам выше говорила, что эта форма может быть и использоваться наоборот. Например, dinlenme isterim, isterim dinlenme. Две формы являются в гагаузском языке очень даже правильными. Посмотрим дальше. Друзья, будьте, пожалуйста, поактивнее. До того, как я скажу, вы сами напишите правильные ответы. Dilmaç, ekmek yeme istemiyorum. Я, вот это я, да, друзья? Я бен, но без него даже мы можем определить, что речь идет о первом лице, да? Дилим, бен, дилим, ач. Я не голоден, я не голоден. Или я не голодна. Не хочу, не истямируем, не хочу кушать. Я не голодна, не хочу кушать. Читают на гагаузском, проверяйте. Dilmaç, ekmek, yeme istemiyorum. Niçin değilsin hazır? Почему? Ты не готов. Вот он, син, да? Sen değilsin. Ben değilim. Sen değilsin. Ben değilim hazır. Sen değilsin hazır. Почему ты не готов? Bizimle göle gitme istemiyorsun mu? Ты с нами на озеро идти не хочешь? Bizimle göle gitme istemiyorsun mu? Следующее предложение. Bugün hava pek ıslah. Dışarı çıkma isterim. Bugün hava pek ıslah. Сегодня очень хорошая погода. Хочу, вот она будет тут, хочу истерим, ben истерим. Хочу выйти, çıkma, выйти во двор. Хочу выйти во двор или на улицу, наружу, да? Siz yazın nereye gitmeyi istersiniz? Siz yazın nereye gitmeyi istersiniz? Летом вы куда хотите идти или поехать? Yazın siz yazın nereye gitmeyi istersiniz? Следующее предложение. Pek öfkeliyim. Hiç kimseyi görme istemiyorum. Я очень зла. Или же я очень зол. Или сердит, да? Не хочу никого видеть. Не хочу istemiyorum. Никого, hiç kimseyi видеть, görme. Hiç kimseyi görme istemiyorum. Давайте просклоняем. Помним, друзья? Ben öfkeliyim. Sen öfkelisin. O öfkeli. Biz öfkeliyiz. Siz öfkelisiniz. Onlar öfkeli. Вспомнили, да? Идемте дальше. Oğlum jurnalist olma ister. Сын хочет стать или быть olma журналистом. Oğlum jurnalist olma ister. Сын хочет стать журналистом. Uşaklar evde kağıt okuma istemir. Компьютерде oyun oynama ister. Я тут даже не поставила, значит, повелительные формы глаголов, да? Так что сюда нужно догадаться и поставить глагол весь. Не только аффикс ма или мэ, а аффикс, весь глагол. Значит, uşaklar evde kağıt okuma istemirler. Kompüterde oyun oynama isterler. Oyun oynama, играть в игры. Oyun oynama, играть в игры. И вот, друзья, тут тоже поработайте. Вот такая, значит, модель у нас. Ма,
Поставим сюда плюс, так как у нас идет впереди, значит не плюс ставим, а вот такое вот, да. Аффикс ма плюс исте. Такая моделька. То, что мы проходили выше, заполняем это предложение. Güde terbiyesi uğrunu severim. Çünkü sağlıklı хочу быть. Хочу быть, да? Güde terbiyesi uğrunu severim. Люблю урок физкультуры, потому что хочу, вот она будет хочу, быть здоровым или здоровой. Прошу прощения. Еще раз читаю гагаузское предложение. Güde terbiyesi uğrunu severim. Çünkü sağlıklı olmayı isterim. Dальше. Gagavuz dilini öğreniyorum. Çünkü Gagavuz dilini bilmeyi isterim. Учу гагаузский. Вот он, друзья. Учу. Я учу, да? Вот аффикс им. Ben öğrenirim. Sen öğrenirsin. O öğrenir. Помним, да, друзья? Учу гагаузский язык, потому что хочу знать гагаузский язык. Bilme isterim. Написали? İşleyersin çünkü para kazanma istersin. Работаешь, потому что хочешь заработать деньги. Еще раз читаю гагаузский текст. Пожалуйста, напишите. İşleyersin çünkü para kazanma istersin. Kazan, заработай. Kazanma, заработать. Kazanma istersin. Ты хочешь заработать. Почему истерсин? Значит, вот тут шлерсин. Работаешь, значит, хочешь заработать деньги. Ты, да? Kırkınma giderim. Çünkü güzel olma isterim. Иду постричься, потому что хочу стать красивым или красивой. Kırkınma giderim. Çünkü güzel olma isterim. Para toplarım çünkü ev alma isterim. Para toplarım çünkü ev alma isterim. Собираю деньги, потому что хочу купить дом. Друзья, алма брать и алма купить, да, друзья, помним? Значит, это мы по контексту определяем. Покупаем или берем, например, Vani stoldan, masadan kağıdı aldı. Взял со стола, значит, книгу. А тут купил. Мы это по контексту определяем. А так, значит, алма и купить, и взять, брать. Markete giderim çünkü süt hem tatlılık купить хочу. Alma isterim. Ben markete giderim. Вот, если тут им аффикс, друзья, тут тоже будет аффикс им, да? Markete giderim çünkü süt hem tatlılık alma isterim. Или же можем наоборот, как мы говорили выше. Markete giderim çünkü süt hem tatlılık isterim alma. Оба варианта правильны, оба используются в гагаузском языке. Я вам сейчас прочту 3 предложения, а вот тут напишите. Нереде, где? Не yapmayster, что хочет делать? Читаю, будьте внимательны, слушайте, коротко запишите. Bugün Simu sokakta oturma ister. Bugün Simu sokakta. Sokakta. Nerede? Sokakta. Не yapma ister? Oturma ister. Что хочет делать?
Где что хочет делать? Ne yapmayı ister? Bugün Simo sokakta oturmayı ister. Второе предложение. Oğlum buzda kaymağı ister. Oğlum buzda kaymağı ister. Мой сын хочет кататься на льду. Буз, лед. Nerede? Buzda. Ne yapmayı ister? Kaymağı ister. Кататься на льду. Uşaklar bugün parka gitme ister. Uşaklar bugün parka gitme ister. Nerede? Parkta, pardon. Uşaklar bugün parkta gezinme ister. Uşaklar bugün parkta. Nerede? Parkta gezinme ister. Написали. Yazdık mı dostlar? Şimdi burada size ev işi var. Diyalog kurun, yazın. Buraya dostlar bir diyalog yazın. Ya bunu seçin, ya bunu. Выберите один из диалогов и напишите, друзья. Например, первый диалог. Вы в кафе. Kafedeysiniz. Вы в кафе. Вот синись вы, да? Siz kafedeysiniz. Вы в кафе. Значит, диалог между гарсоном и müşteri. И второй диалог. Garadasınız. На вокзале. Кассир и пассажир между собой общаются. Вот я бы такой диалог написала бы. Вот, например, кассир hem yolcu. Akşam hayır olsun. Hayır olsun. Ben Kişinev'a gitmeyi isterim. Bilet almayı isterim. Saat 8'e bilet var mı? Saat 8'e bilet yok. Bitti. Saat kaça bilet var? Saat 11 için bilet var. Öyle mi? Öyle. Verin bana 2 bilet. Buyurun. Ne kadar eder 2 bilet? 2 bilet 250 lei. Buyurun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağlıcakla, sağlıcакла. Вот такой небольшой диалог, друзья. И у нас тут слова. Давайте просмотрим слова. Лавсанды. Барабар вместе. И еще слово birlikte. Вместе. Birlikte. Барабар. Birlikte. Вместе. Борщ. Взаймы. Например, взять деньги взаймы, да, борщ. И слово борщ еще имеет значение квас. Например, в Камрадском Чадырлунском районе борщ ставят значит, в борщи, в супы. А в Вулканическом районе не ставят, не пользуются этим борщ. В Вулканическом районе борщ пьют, хлебный борщ делают, значит, квас, настоящий квас хлебный, и пьют. Пили раньше делали. Итак, значит, борщ, займы и еще квас. Два значения. Компьютер oyunu, компьютерная игра. Dışarı, наружу, на улицу, во двор. Içeri, вовнутрь, в комнату, во внутреннюю часть. Erken, рано. Geç, поздно. Fikir, мысль, идея. Gezi, поход, путешествие. Gösteri, показ, шоу. Indirme, спустить, отпустить.
И если смотреть, друзья, например, как компьютерное слово, если посмотреть, indirme — скачать, yükleme — загрузить, например, загрузить файл, да, yükleme. Значит, первое значение, да, yükleme — загрузить, например, машину песком и так далее, да. А вот сейчас оно еще получило другое значение, yükleme — загрузить, значит, файл, загрузить фильм и так далее, да, yükleme. Вот так появляется новое значение. Paylaşma. Paylaşma. Ай, в Фейсбуке есть бутон поделиться. Paylaşma, поделиться. От слова paylaş, делись. Beğenme, нравится, тоже есть бутон, да. Нравится, beğen. Beğenme, нравится. И вот такое слово. Yaşamak, жизнь. Hazır, готовый. Değil hazır, не готовый. Bahşiş, подарок. İşçi, рабочий или работящий. Kızgın, öfkeli, злой, сердитый. Это два слова, можно сказать, синонимы они. Kızgın, öfkeli, злой, сердитый. Var nasıl? Можно. Yok nasıl? Невозможно. Öğlen, обед. Sağlıklı, здоровый. Sergi, выставка. Türkü, песня. Şiir, стихотворение. Anlatma, рассказ, проза. Uygun, подходящий. Yalan, ложь, вранье, обман. Yanlış, неверно, неправильно. Yolcu, пассажир, человек, который на дороге, да, yolcu, от слова yol. Yazı, письмо. Это не письмо, которое в конверте находится, а письмо, писанина, да, поняли, да? Это значение есть такое в русском слове, в русском языке письмо. Писание, да, можем сказать. И еще есть, значит, второе значение yazı, статья. Aşçı, повар. Aşçı от слова аш, еда. Aşçı, человек, который готовит еду. Kuyumcu, ювелир. Üretici, учитель. Çoban, пастух. Dükkancı, продавец. İlaççı, лекарь, врач, лекарь, больше народный лекарь, да, и можно сказать аптекарь. Касап, мясник. Футболcu, значит, футболист. Güreşçi, борец, от слова güreş, борьба. Güreşme, бороться, да, друзья? И вот глагол güreşerim, sen güreşersin, o güreşer, biz güreşeriz, siz güreşersiniz, onlar güreşer. Значит, вот одно слово güreş, и от него все пошло. Güreş, борьба, güreşçi, борец, güreşme, бороться. Видите, друзья, помните, я на первом уроке говорила, что гагаузский язык является агглютинативным языком, то есть eklemli dil, eklemli. Что значит eklemli? От слова ek, eklenme. Вот есть слово güreş и потом güreşçi. Или еще один эки, поставим еще один аффикс. Güreşçiler. И еще один аффикс. Güreşçilerimiz. И еще один аффикс. Güreşçilerimizde. И еще güreşçilerimizden. И так далее, друзья. Мы, присоединяя аффиксы, получаем, значит,
слово в другом, значит, в другой форме. Тоже слово. Корень слова güreş, борьба. И идет борец, у нашего борца, у наших борцов и так далее, и так далее. Это в зависимости от аффикса, который мы присоединяем. Поэтому, друзья, помним, что наш язык понимают 300 миллионов человек на этой планете. Поэтому гагаузский язык один из тюркских языков, на котором говорят 300 миллионов человек на планете. Поэтому мы должны гордиться, что мы гагаузы или молдаване, которые учат один из тюркских языков. И попадя в любую тюркскую среду, они будут понимать и будут общаться, смогут пообщаться. Это очень хорошо. Ладно, несколько слов осталось и заканчиваем наш урок. Dikici и терзи, друзья. Вот. Dikici от слова dikme, шить. Еще и слово терзи. Терзи, портной. Dikici, терзи, портной. Килимci, ткач, человек, который ткет килим, национальный ковер гагаузский. Dülger, столяр. Dülger, столяр. Demirci, demirci, человек, который работает с железом, плавит железо. Уста, мастер. Ярышма, конкурс. И соревнование одновременно. Ярышма. Видите, тут одна А. Вот если будет ярышма соревноваться, а ярышма соревнование. И вот еще слово шилак и шавк. Я его не написала, но они синонимы. Можете дописать. Шавк. Свет. Электрический, либо солнечный, не имеет значения. И последнее слово мум. Свеча. Мум. Свеча. Друзья, есть новые слова, новые выражения. Пожалуйста, посмотрите, подучите, запомните эту форму, которую мы с вами сегодня прошли, то есть вот эту форму. İsteme, да? Топлама isterim, хочу собирать. İçme isterim, хочу пить. Yeme isterim, хочу кушать, например, да? Хочу, то есть глагол, сложный gлагол такой, да? Dostlar kalın sağlıcakla. Ben inanıyorum hani siz hepsiniz savaşırsınız öğrenmeye bizim dilimizi. Ben selam yollarım Komrat'taki benim küçük dostlarıma. Valkaneş'te benim küçük dostlarıma. Onlar beni şimdi sesleyerler. Çadır'da benim küçük dostlarım var. Ben inanıyorum hani onlar da hepsi ıslah olacak. Öğrenecekler onlar bizim ana dilimizi. Çünkü onlar savaşırlar öğrenme. Kalın sağlıcakla dostlar. Gelen urokta gene birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.